Доброе утро, дорогие наши любимые телезрители! Скорее просыпайтесь и начинайте этот день вместе с нами. Это «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». И сегодня с вами вновь я, Дарья Анкехова. Как мы и обещали вчера, сегодня мы познакомим вас с уникальным человеком, который уже на протяжении 30 лет ездит на одной машине и не совершил ни одного нарушения правил дорожного движения. С гостем студии, представителем ГИБДД, этот факт обязательно сегодня обсудим. И, конечно, сегодня мы побываем попутешествуем по нашей республике, побываем на выпускном у мирнинских школьников. Также мы узнаем, какие компетенции сегодня востребованы у работодателя и где им можно научиться. Также расскажем, почему вредно спать с включенным светом. И, конечно же, поделимся секретами правильного выбора туфелек на каблуках. А прежде чем вы сегодня проснетесь, зарядитесь энергией и выйдете на улицу, мы познакомим вас с информацией о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. В заречной группе 14-17 градусов тепла. В южных районах 15 градусов. В Вилюйской группе 14-11 со знаком плюс. В Нижнеленских до плюс 13. В западных районах 10-16 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе улусов 5-17 выше 0. В Янских районах 4 градуса со знаком плюс. На северо-западе 7-11 тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 27 градусов. Замечательная погода, ну и, конечно, мы хотели бы, чтобы вы сегодня проснулись с нами, обязательно завершили свой день на таком же позитиве, как и начинаете его в 7 часов утра на телеканале Якутия-24. Вот уже 30 лет на верном запорожце без единого нарушения ездит якутянин Виссарион Балбахов. По его словам, на дороге не только важно соблюдать правила дорожного движения, но и важно уважать водителей и пешеходов. О своем автомобиле с ручным управлением герой нашего сюжета отзывается с теплотой. С одним из самых уважаемых водителей Якутии встретилась Катерина Винокурова. Вот уже 30 лет Виссарион Дмитриевич не расстается со своей ласточкой. Преданно зовет ее своим другом, ведь вместе они прошли через многое. Позади тысячи километров дорог по Якутии и самые теплые воспоминания. Дети маленькие, мы только, читайте, самому старшему было 7 лет, и младшему 2 года. И вот машина, конечно, это нога для инвалида. Ездил, возил их и на дачу, и на то, и в Кангаласский улус, в Лоханан, там сестра родная была, и за грибы, и за ягоды осенью. Виссарион Дмитриевич – инвалид 3-й группы. Свой «Запорожец» приобрел по линии соцзащиты еще в 1992 году. С тех пор автомобиль служит своему хозяину верой и правдой. Но что самое поразительное, Виссарион Балбахов ни разу не нарушил правил дорожного движения. В то время инвалидные машины проходили 2 техосмотра. В 1992 году, в 1994 2 техосмотра, потому что весной и осенью. Поэтому 2 техосмотра. Я все эти талоны собирал, я никуда не отлаживал. Ну все, копили, да. И чтобы в нужный момент, чтобы я показать, что я ездил. У одного из самых дисциплинированных водителей свои золотые правила, которых не помешало бы придерживаться и другим участникам дорожного движения. Дистанция любого. Вот выезжаешь уже на дорогу, там встречаешься разными водителями, разной национальности, разной старшего поколения, скажем, молодое поколение, некоторые амбициозные получаются. Ну, у меня такое, чтобы уважать друг друга. Вот на дороге уважать друг друга. Если надо, возможность пропустить. И второе, если что, ну, все-таки я мужчина, ну, не имеет значения там, если говорят,
я выпил стакан бокала, ничего такого не будет. Лучше даже близко не подходить. Если что-то принял на грудь, пускай машина стоит, ну, на следующий. Вот эти мои правила. Что говорить, ретро-автомобиль, конечно же, приковывает взгляды окружающих не хуже какого-нибудь крузера. А для угонщиков, как оказалось, советский автопром – большая нажива. Красавицу пытались угнать 5 раз. Выходишь с магазина, и уже дворники, ну, в смысле записка, вот такому я хотел бы приобрести. Некоторые хотят 50 тысяч на капот, дайте машину. Вы сказали, что несколько раз пытались угнать вашу машину, да? Вышла какая-то статья, да? Да, статья это Сахасиля, редактор написал очень хорошо. Здесь написано, что вот именно 5 раз угоняли, и последний раз они забрали пассажирское сиденье. Как удавалось находить машину? Я благодарен, естественно, работникам ДПС, дорожно-постовой службы ГАИ города Якутска. Вот 5 раз они находили. Последний раз они находили возле шахматного клуба. Вот эту маленькую форточку разбивают, потом поменял. Вот они монтажкой. И потом вот это стекло тоже битое, это не родное. И с той стороны тоже так же. Это 5 раз. 5 раз. Госавтоинспекция Якутии в 2017 и 2022 году отметила Виссариона Дмитриевича благодарственными письмами за 25-летний, а ныне и за 30-летний стаж вождения без единого нарушения правил дорожного движения. И так вышло, что 3 июля, в день рождения автолюбителя, сотрудники ГИБДД отметят свой профессиональный праздник. Как вон говорят, например, в музее имени Емельяна Ярославского, город должен знать своих героев. Вот они так сказали. Ну, я-то не чувствую. Я не чувствую, что я герой какой-то подвиг сделал. Получается. Надеемся, Виссарион Дмитриевич послужит для всех водителей, пешеходов и пассажиров отличным примером грамотного, дисциплинированного водителя, на кого стоит равняться. Катерина Винокурова, Джурус Иннокентьев, Якутск. Телеканал «Якутия-24», и в частности программа «Утро Якутии», желает Виссариону Дмитриевичу еще 30 лет, чтобы ему прослужил верой и правдой его любимый автомобиль. И мы поздравляем его с наступающим днем рождения. Ну а тему безопасного дорожного движения мы продолжим с нашим утренним гостем. И это Михаил Филиппов, он является заместителем начальника отдела госинспекции безопасности дорожного движения города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Много ли у вас таких водителей, ярким примером, да, которым служит Виссарион Дмитриевич, и вообще как вы лично восприняли такую интересную конечно, новость? Виссарион Дмитриевич является у нас жителем как города Якутска, конечно, уникум. Таких водителей, как Виссарион Дмитриевич, я в этой жизни 30 лет на одной машине без нарушений, в нашей базе данных не зарегистрирован пока. То есть он единственный? Он единственный, как идет. Поэтому его пожелания, его и предложения, которые именно водителям, которые идет, не нарушать правила дорожного движения и как человека дисциплинированного, подает, конечно, примером. Михаил Михайлович, а насколько, на какое количество увеличиваются, те самые нарушения в летний период, И мы знаем, что был установлен антирекорд, во время СЭХа по выявлению пьяных водителей. К сожалению, прошлые выходные у нас прошел СЭХ Туймады, столетие Якутской АССР посвященный. И госавтоинспекцией было выявлено в порядке на территории города Якутска в период проведения СЭХа, именно в выходные дни, около 50 водителей. Это много или это нормально для подобных масштабных мероприятий? Подобно таких масштабных мероприятий, конечно, это много. Это много. То есть не очень хорошие такие, показатели. Конечно, и, соответственно, материалы, которые идут, они на лишение водительских удостоверений, и, соответственно, и штрафы очень большие на сегодняшний день. И таких водителей, которые еще повторных, которые попадаются к уголовной ответственности, таких у нас
около 12 водителей попались. Вот вы затронули тему, да, немного статистики. Сейчас все-таки середина года, и у вас, наверное, есть некая отчетность, да? Увеличилось ли количество нарушителей? Или все-таки вот во время пандемии, может быть, как бы вы... Ну, если сравнить с прошлыми годами, вот как ограничительными мерами, которые были у нас периоды ковида, да, на сегодняшний день у нас на территории города Якутска зарегистрировано 184 дорожно-транспортных происшествий. Если сравнить с прошлым годом, 160, если было, ну, то есть рост на 24 дорожно-транспортных происшествий, с пострадавшим больше идет. Из них, получается, в этом году 8 человек, к сожалению, погибли, в прошлом году 3 человека. И 208 получили ранения различной степени тяжести, а в прошлом году 202. Ну, то есть мы видим по цифрам, что все-таки идет все на увеличение, да? Это не очень хороший показатель. Да. Как вы думаете, с чем это связано, да? Ну, И это вроде, может быть, люди засиделись дома и прям вырываются, и вот так вот прям... Ну, конечно, я же вот как отметил, что в прошлогодние года ковидные ограничительные меры о себе дают и знать. Соответственно, все учебные процессы, все происходили в онлайн-режиме. И в этом году, конечно, и рост показателей нарушений идет у нас зафиксировано. Ну и работа госавтоинспекции — это самое главное — обеспечение безопасности дорожного движения. Работа выполняется в полном объеме, соответственно, и не только по линии дорожно-патрульной службы, и по направлениям деятельности — это технический надзор, дорожный надзор, регистрационные действия. То есть все это идет. А какие вот последние изменения были внесены там в регламенты, да, и вообще правила дорожного движения, да, вот, о которых нужно, необходимо прямо знать? Ну, последние изменения — это по скорости дорожного движения. Если более 3 раз водитель попадается от 60 до 80 км в час с превышением скорости, а также выезд на встречную полосу движения, это сейчас уголовная статья. То есть по статье уголовной по 264 плюс 2. Это самые последние такие нововведения, да? Да. А насколько эффективна вообще, да, вот система штрафов сейчас, да? Мы же знаем, что стало использоваться очень много, да, ну вот новой техники, да, возможно, фиксации, да, видеофиксации. По этой статистике есть у нас хорошие показатели? Ну, по этой статистике нарушения все равно фиксируются. И весной этого года был разработан, то есть именно на территории города Якутска был эксперимент, в виде эксперимента использовали видеорадар, нарушения, которые вводятся в базы данных водителей, которые лишенных прав управления, а также транспортных средств, которые у нас архивные, которые при движении данной патрульной автомашины выявляют нарушителя, и тут же, приметка в порядке в день 5-6 нарушителей было. Тогда это был эксперимента, и, соответственно, было... Отлично. Мы продолжим беседу с Михаилом Михайловичем сразу после новостного блока. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. С 28 июня на всей территории республики введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Такое решение обусловлено введением в 2 районах – Мирнинском и Тампонском – режима чрезвычайной ситуации муниципального характера, а также повышением класса пожароопасности в лесах. Правительству Якутии поручено принятие меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населенным пунктам в условиях режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Главам же муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера на территориях муниципальных образований. Айсен Николаев выступил на комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика». Он представил опыт Якутии по поддержке многодетных семей и лиц старшего поколения, а также по реализации социальных контрактов. В частности, механизм социальных контрактов работает в нашей республике с 2010 года. В последние же годы правительство региона нарастило объем финансирования, что позволило заключить в 2021 году 5044 социальных контракта на сумму более 520 миллионов рублей. Также в
в упреждение возможных последствий на рынке труда разработано 5-е направление в рамках социальных контрактов. Это специальные программы поддержки граждан, потерявших работу после 1 марта 2022 года. С 1 июля в Якутии планово вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В республике коммуналка подорожает в среднем на 6%. При этом платеж, исходя из нормативов, переведенных на квадратные метры, будет одинаковым и отличаться только по группам районов. Их в республике 2 – сельскохозяйственные районы и промышленные. Якутск входит в промышленную группу. Кроме этого, в Якутии ожидается рост цен на газ. Новые тарифы будут утверждены по поставщикам после решения Федеральной антимонопольной службы по стоимости оптовых закупок. Средний рост цен на природный газ для населения прогнозируется на уровне 8,8%, на сжиженный – 5%. Капитальный ремонт проведут еще в 46 школах, в 18 районах Якутии и городе Якутске. Все они прошли дополнительный отбор Минпросвещения России для получения федеральной субсидии в следующем году. Как отметил Айсен Николаев, программа капремонта школ является важнейшим проектом укрепления материально-технической инфраструктуры и модернизации образовательных организаций, которую необходимо реализовать максимально эффективно и качественно. Республика получит средства на ремонт еще 46 школ в 18 районах и Якутске, включая арктическую зону. Это значит, что капремонт проведут не в 58, а в 104 школах республики. В Северо-Восточном федеральном университете продолжается прием документов по более 160 образовательным программам. Также в этом году объявлен набор на свыше 20 новых направлений бакалавриата, специалитета и магистратуры. На новый учебный год вузу выделено примерно 4500 мест. На сегодняшний день заявления подали более 800 абитуриентов по программам высшего и среднего профобразования. В этом году у нас все списки поступающих, они у нас идентифицируются по СНИЛСам, то есть у нас никаких пофамильных списков, пофамильных сведений о зачислении не будет. То есть они будут смотреть свой СНИЛС и смотреть, какие у них результаты ЕГЭ, на каком месте они стоят в конкурсных списках. И таким образом они будут себя идентифицировать. И это получается во всех вузах Российской Федерации. 15 июня начал свою работу первый сезон лагеря «Энергетик». Он находится на 16-м километре Покровского шоссе и занимает территорию 15,5 гектаров в Сосновом Бору. Сейчас там отдыхают более 200 детей от 7 до 16 лет со всей республики. Насыщенная программа включает в себя патриотическое воспитание, вечерние мероприятия, спортивные кружки. На территории расположены 6 спальных корпусов. Такое же количество детей в организации отдыха. В нашем лагере проходят различные мероприятия. Также на данный момент прошли у нас такие мероприятия, как конкурс патриотической песни, конкурс сказки, танцевальные конкурсы. Отряды у нас переименованы в регионы, то есть каждый отряд – это регион России, например, как Татарстан, Бурятия, Башкирия и так далее. А в селе Бердигистях Горного района с 15 по 18 июля пройдет республиканский культурно-спортивный фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья имени Алексеевой. В нем примут участие более 400 спортсменов. В программу фестиваля включены волейбол сидя, стрельба из винтовки, настольные игры хабалык и хамыска, русские шашки. Также состоится конкурс среди женщин Ехотун и конкурс среди мужчин Эрчименберген. Мы продолжаем наш утренний эфир, и до ухода на короткий новостной блок мы говорили с нашим утренним гостем. Это Михаил Филиппов, заместитель начальника отдела госинспекции безопасности дорожного движения Якутска. И мы с ним затронули такую тему, как нововведение, да, и поговорили про то, что был использован некий радар, да, для фиксации правонарушений. Да. Вот итогом такого эксперимента что стало? Ну, итогом такого эксперимента стало, что в этом году будет введена еще, как эксперимент показал нам лучший результат. Соответственно, на территории города Якутска и республики будет еще дополнительно заказ именно данных радаров. То есть в районе 4-5 таких. То есть
любителям, да, и хозяинам автомашин нужно быть аккуратнее. У нас уже Да. есть новая техника на дорогах, поэтому соблюдаем правила дорожного движения. Да. Правильно? Да. Ну, конечно, лето – это время ремонта дорог, и в Якутске проходит масштабная реконструкция уличной сети, да? Как это сказывается на ситуации на дорогах, удобстве водителей и вообще в вашей работе? Но одним из направлений госавтоинспекции это является дорожный надзор. Это на сегодняшний день, если взять ремонтных участков улиц, это центральный участок улицы Проспект Ленина, закрытый полностью, да, участок улицы Чернышевского. Конечно, это береговой участок улицы Центровой, который объединяет город Якутск, то есть по центру и по берегу. У нас трудности возникли именно по организации движения. Это по улице Аюнского, Пояркова, Лермонтова. Ну, самых основных есть магистральных участков улицы. Но по факту, если так посмотреть, ну, в часы пик, конечно, у нас трудности имеются, но на сегодняшний день ну, и выходные дни более-менее так без заторовых ситуаций. Но если так взять именно в части от начала летнего строительного сезона и ремонтов участков улицы, на сегодняшний день немножко провальное было, да, и, соответственно, надзорные, то есть нами приняты меры, соответствующие именно в отношении службы эксплуатации городского хозяйства и также окружной администрации, именно привлечением к административной ответственности. Это такие, как улицы, как Дзержинского, Бестужа-Марлинского, Богдана Чижика, Пояркова, Аюнского, Автодорожная, Лермонтова, ну, ряд таких участков улиц, которые именно с недостатками составлены административные материалы и, соответственно, направлены для рассмотрения в суд. То есть вы и над этим ведете работу, да, все контролируете, и мы надеемся, конечно, что это принесет свой результат. И вот вообще по итогам, да, этой реконструкции, когда же все-таки мы начнем жить как в прежнее время, да, когда будут все улицы открыты, а еще и качество дорог улучшится, и движение, мне кажется, по дорогам тоже должно улучшиться. Когда все это произойдет? Ну, если так посмотреть, в ряде последних лет, согласно введенной программе, которая безопасны и качественные автомобильные дороги. Конечно, окружная администрация на сегодняшний день выбрала такую тактику, что с периферии к центру и, соответственно, с окраин пригородов начали вот те прошлые года участки улиц ремонтировать. И если так посмотреть, конечно, дороги по окраинам города Якутска, если так взять какие-то улицы, как Сергеляское шоссе, как Ивана Кульбертинова, Старый Покровский тракт, ну, и ремонтные работы, которые проводились, но они, соответственно, и отвечают требованиям безопасности. Но ряд недостатков, которые имеются, соответственно, и мы ведем свою работу в этом направлении безопасности и, соответственно, для улучшения, конечно, то есть все у нас будет хорошо, да? Движения, да. Спасибо большое, Михаил Михайлович, что посетили наш утренний эфир. Мы благодарим вас за вашу работу и желаем вам хорошего дня. Спасибо. А теперь давайте обратимся к истории и узнаем о датах и событиях этого дня, 29 июня. 29 июня – День партизан и подпольщиков России, День кораблестроителя в России и Международный день тропиков. Это один из праздников ООН. По народному календарю собранные 29 июня цветы не принесут счастья, а вот лекарственные травы будут обладать особой силой. Хорошие сны, приснившиеся в эту ночь, могут стать явью. 29 июня 1613 года в Лондоне сгорел театр «Глобус». В этот же день в 1855 году в Лондоне вышел в свет первый номер газеты Daily Telegraph. 29 июня 1941 года началась битва за Заполярье во время Великой Отечественной войны. Боевые действия шли на территории Мурманской области, Северной Карелии и Пицама, на Баренцевом, Белом и Карском морях. 29 июня 1957 года Пленум ЦК КПСС принял постановление об антипартийной группе Маленкова, Молотова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова. Они выступали против резкого разоблачения культа личности Сталина и его трагических последствий для страны и против хрущевской авантюрной экономической политики. 29 июня 1849 года родился Сергей Витте, российский государственный деятель, граф. В 1900 году в этот день родился Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и летчик. 29 июня 1957 года родился Гурбангулы Бердымухамедов, туркменский государственный деятель и политик, президент этой страны.
29 июня 1964 года родился Сусу Павлиашвили, российский и грузинский эстрадный певец, актер и композитор. Именины в этот день празднуют Ефрем, Константин, Михаил, Моисей, Петр, Тихон и Феофан. О датах и событиях в календаре нам напоминают не только памятники и памятные знаки, установленные в наших городах и селах, но а также работа историков, специалистов. Экспедиция Русского географического общества в эти дни на катамаранах сплавляется по рекам Вилюй и Лена с целью изучения и оценки состояния сохранности памятников и памятников истории. Так, члены экспедиции следуют от Светлинской ГЭС до города Якутска. Мониторинг объектов культурного наследия республики в населенных пунктах по течению реки Вилюй, который проводят ученые, поможет уточнить, сколько всего объектов исторического прошлого сохранилось, выяснить, какие из них наиболее нуждаются в реставрации и какой объем работ необходимо провести. Экспедиции члены Российского географического общества посвятили эту экспедицию столетию образования Якутской ССР и 390-летию присоединения Якутии в состав России и году культурного наследия России. Состояние памятников очень разное в разных населенных пунктах. И понятно, что зачастую это в основном объективные причины. Восхитились степенью сохранности и ухоженности памятников на территории города Нюрба. Просто вот ни к чему было придраться совсем. И вот это отношение к своей исторической памяти, какой есть у нюрбинцев, оно, конечно, должно быть примером для подражания для других улусов, населенных пунктов. Тему исторической памяти мы продолжаем в рубрике, посвященной столетию образования ЕССР, который мы ведем совместно с историческим парком «Россия. Моя история». И в сегодняшнем выпуске речь пойдет о градостроительстве. Доброе утро, уважаемые телезрители! И мы с вами продолжаем нашу рубрику, посвященную столетию якутской автономии. Сегодня мы поговорим уже немножко о вещах более приближенных, особенно для жителей города Якутска, то есть о градостроительстве. Как мы все помним, в 30-е годы у нас постепенно город становится все шире и шире, то есть больше и больше. Но одновременно с этим стоит отметить то, что тогда город был преимущественно деревянным. И, естественно, перестройки этого города помешала в том числе Великая Отечественная война, потому что принимались различные архитектурные, генеральные архитектурные планы, по которым город вообще должен был быть перестроен. Но уже после того, как война кончилась, уже появились новые возможности. В 50-е годы у нас начинается уже активное каменное строительство. Главным образом это у нас дома, которые мы называем сталинками. Одновременно с этим стоит отметить то, что хоть и эти дома мы называем сталинками, в 1955 году на уровне Центрального комитета КПСС принимается постановление об устранении излишеств в строительстве. И можно сказать то, что с этого момента у нас те здания, которые у нас строятся, они постепенно начинают все больше и больше упрощаться. В центре города, естественно, до 50-х годов, в районе нынешней площади Ленина, там, где сейчас располагается фонтан, стояло такое большое здание, гостиный двор, которое потом было снесено, и на его месте была образована уже новая площадь. В отличие от нынешнего времени, допустим, если мы будем говорить о расположении отдельных памятников, то есть мы говорим о памятнике Ленину, раньше он располагался не перед зданием нынешнего Дома правительства 2, а напротив. Этот памятник был уже немножко другой, он отличался от нынешнего. Наконец-то город получил благодаря этому новую площадку для проведения митингов, для проведения каких-либо праздничных демонстраций, для проведения официальных мероприятий. Ансамбль площади Ленина начинает дополняться каменными зданиями. Это у нас здание на углу Кирова и проспекта Ленина. Начнет дополняться зданиями уже в 60-е и 70-е годы. Будет построен, собственно говоря, сам Дом правительства 2, то есть обком партии тогда еще. Начнется строительство, в том числе и здания производственного объединения «Якутзолото», здание универмага уже в 60-е годы, здание политпросвета, которое сейчас нынче является детской школой искусств.
Ну и, собственно говоря, вот если мы идем на угол уже Кирова и Ярославского, у нас там будет строиться еще и здание Якутской республиканской типографии имени Юрия Алексеевича Гагарина. То есть мы можем говорить о том, что нынешний центр города, который мы сейчас имеем, он именно закладывался в это время, в 50-е, 60-е годы. Конечно, и в то время, 60-е, 70-е годы, и сейчас качество строительства в целом во многом зависит и зависело от тех специалистов и от их компетентности, которые работают в той или иной отрасли. А сейчас в быстро меняющихся условиях для того, чтобы республика развивалась, особенно важно быстро реагировать на запросы экономики. И сегодня с нашей следующей утренней гостьей Майей Курнева, которая является директором Института Open при Северо-Восточном федеральном университете, мы поговорим о подготовке тех самых кадров, да, и поговорим вообще о востребованности тех или иных профессий. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваш институт? Интересное название, да, и на какие основные вот направления вы обращаете свое внимание сегодня? Ну, наш институт занимается дополнительным профессиональным образованием Северо-Восточного федерального университета. Ну, немножко хотелось бы раскрыть, что такое ДПО, потому что, как мы выяснили недавно в исследованиях, то, что многие жители не знают, что такое дополнительное профессиональное образование. Это доп. Квалификации, доп. Компетенции. То есть, если у человека есть уже диплом, он может повысить свою квалификацию, то есть на разряд, например, да, стать более мета-специалистом, можно так сказать. Плюс есть дипломы программы переподготовки, которые дают право на заниматься профессиональной, совершенно другой профессиональной деятельностью. То есть, условно, человек был экономистом и, получив знания, например, по бухучету, по юриспруденции, он имеет право уже быть либо юристом, либо бухгалтером. И у вас сейчас реализуется федеральный проект содействия занятости, да? Что же это за проект такой интересный? И какие вообще компетенции можно развивать при помощи данного проекта? Федеральный проект содействия занятости, он сейчас реализовывается в рамках национального проекта «Демография». Он стартовал в прошлом году, с 2021 и будет продолжаться до 2024 года. Федеральным оператором данного проекта является Томский государственный университет. Северо-Восточный федеральный университет является же региональным оператором в нашем регионе. Соответственно, мы являемся операторами именно по реализации программ дополнительного профессионального образования. Это либо курсы повышения квалификации, либо программы переподготовки. На самом деле у нас в этом году в университете, по нашему направлению заявлены 3 программы, а так на самом деле любой желающий может обучиться в любом вузе России. Соответственно, программ там очень много. Очень много. Вот вы сказали любой желающий, да, то есть нет ограничений возрастных, да, ни территориальных. На самом деле любой желающий, но в рамках данного проекта у нас есть категория граждан, которые имеют право воспользоваться этим проектом. Это, во-первых, безработные, которые состоят на учете. Во-вторых, это мамы, которые находятся в декрете до 3 лет, и мамы, которые имеют детей до 7-летнего возраста, но не состоящие в трудовых отношениях. Плюс это пенсионеры и предпенсионеры. И в этом году появилась новая категория, это молодежь до 35 лет. Это, то есть, выпускники, там тоже подразделяются выпускники этого года СПО высшего образования. Это молодежь, которая не состояла, до 35 лет, которая не состояла в трудовых отношениях последние 4 месяца. Но здесь возникает вопрос, а вот то самое повышение, да, квалификации, да, происходит в очной форме, либо в заочной? По-разному. Да, формы разные, но так как я говорю, то, что участвуют все вузы России, то есть в основном это онлайн-формат, конечно же, с применением дистанционных технологий, различных платформ. А какие компетенции сегодня важны современным специалистам и почему? Сейчас
говорят много о надпрофессиональных навыках, это о софт-скиллах, которые действительно становятся сейчас на первое место. То есть раньше необходимы были только профессиональные скиллы, ну, их называют хард-скиллами, то есть тебе нужно было уметь делать это все руками, а сейчас же появляется как бы умение работать с клиентами, умение коммуницировать между коллегами, и, соответственно, как бы софт-скиллы тоже выходят на первый. То есть такие, даже новая терминология появилась, да, скиллы, да, и сейчас действительно этот термин уже прижился, да, в такой повседневной жизни современного человека, да. А можете ли вы привести в пример вот успешного применения приобретенных компетенций? Но в прошлом году у нас было кого-то 129 человек, и я вот скажу то, что 71 человек во время проекта, во время прошлого года было трудоустроено уже. По завершению этого проекта, то есть мы получается, содействовали в трудоустройстве, около 20 человек было еще трудоустроено. Но большей гордостью для нас является том, что около 10 человек стало самозанятыми. То есть благодаря курсу организации бизнеса, который был запущен в прошлом году, 10 человек стало самозанятыми и действительно ведут свою деятельность в рамках уже предоставления собственных услуг. То есть вы отслеживаете успехи, да, своих подопечных, да, следите за этим, да, постоянно? Ну, пытаемся, да, держим связь. И вот самое такое для нас хорошим результатом является то, что у нас люди возвращаются на другие программы. Я считаю, что это вот самый лучший результат. То есть учение света и никогда не поздно учиться. То есть закончив один, да, курс, они приходят на другие, да, уже? Да, совершенно. Интересно, да? А работодатели как отзываются о ваших выпускниках? С ними есть обратная связь? Конечно. На самом деле ДПО, оно является практикоориентированным. То есть у нас в большинстве случаев около 70% преподавателей являются практики, которые действительно уже работают в тех или иных уже организациях. Соответственно, люди в ДПО приходят как раз-таки за получением новых компетенций, новых квалификаций. И, соответственно, как бы очень много отзывов от работодателей. И самое главное, то, что они отправляют новых слушателей на наши программы. Ну, если, допустим, кто-то из наших телезрителей сейчас захотел открыть себе новые скиллы, как вы говорите, да, возможно, получить дополнительное образование захотели, куда они могут обратиться и что для этого нужно иметь? Да, пользуясь случаем, обращаясь к тем желающим, которые хотят повысить квалификацию. Во-первых, если вы попадаете под категории, которые я перечислила, чтобы воспользоваться проектом содействия занятости, вы можете подать заявку через сайт «Работа в России», то есть труд всем, нужно там зарегистрироваться через госуслуги, соответственно, выбрать те или иные программы. Если вы хотите учиться так, у нас есть тоже сайт ДПО СВФУ, можете тоже ознакомиться со всеми нашими программами на нашем сайте, и обратиться по тем или иным программам. Теперь понятно, почему ваш институт называется Open, да? То есть вы открываете те самые новые возможности для ваших учеников, да, правильно, да, как студентов. Слушателей, то есть это все-таки слушатели. Да, потому что это взрослое население, поэтому не студенты, не ученики. Майя, спасибо вам большое, что посетили наш утренний эфир. Доброго утра вам и хорошего, продуктивного рабочего дня. Спасибо. Промышленный дизайнер, педагог русского языка и литературы, юрист. Такие профессии хотят получить сегодня мирнинские выпускники. Кто-то уже определился с направлением еще с самого детства, а кто-то выбирает свое будущее в самый последний момент. Но у всех выпускников есть цели. Кем мечтают стать мирницы и как к их выбору относятся родители, узнаем в следующем сюжете. Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и голосами их детей. На выпускном вечере, обнявшись друг с другом, они будто позабыли о задачах и сочинениях. Быть может, их судьбы больше никогда не пересекутся. От этого и объятия крепче. Выпускники Мирнинского района получили аттестаты. Впереди новая жизнь. Их не пугает неизвестность. Каждый из ребят знает, куда идти дальше. Я бы хотела поступить на промышленный дизайн. Это, во-первых,
очень сейчас нужная профессия, достаточно распространенная и творческая, главное, для меня. Надеюсь, буду поступать на специалиста по конструированию систем жизнеобеспечения в самолетах и вертолетах. Моя мечта прямо. Хочу поступить на экономическую безопасность, а там уже посмотрим. На юриста пойду, наверное. На юриста? Да. Почему? Ну, не знаю, душа так лежит. Интересно. Екатерина Якименко, заканчивая школу, получила не только аттестат, но и подспорье в виде 100 тысяч рублей. Глава Мирнинского района вручил лично. А все потому, что выпускница настолько уверена в выборе профессии, что ЕГЭ по профильному предмету в литературе сдала на 100 баллов. На кого будете поступать? Я на учителя русского и литературы. Почему такой выбор? Потому что мама учитель, и я тоже буду учителем. Стать педагогом, как Екатерина, хотят еще 12% российских выпускников. Опрос среди их родителей провела компания «Суперджоп». В топе сегодня программирование. 23% собираются идти в эту сферу. Еще 15% решили дать клятву Гиппократу. Чуть меньше детей намерены стать дизайнерами. 8% опрошенных пойдут в МВД или строительную отрасль. По 4% на юриста и автомеханика. 2% отучатся в колледже на бухгалтера. Еще 11% респондентов назвали другие профессии. Сотрудника МЧС, повара, фармацевта. Педагоги отмечают, в выборе профессии очень важна поддержка родителей. Впрочем, современные мамы и папы весьма лояльны к чадам. Родители должны принимать непосредственное участие в выборе. Они должны направлять, помочь ему определиться с правильным выбором. Я думаю, это главное. Потому что ребенок порой сам не может, он еще, может быть, морально не готов. Это его выбор. Все, что бы он ни выбрал, ну, мы его будем поддерживать. Теперь их точно уже не догнать. Буквально через несколько дней они разлетятся по городам России и будут покорять новые вершины. Сегодня с этой площади выпускники 2022 уйдут во взрослую жизнь. Анна Брянская, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». А вот герой нашего следующего сюжета, 10-летний челябинец, кажется, уже определился со своей будущей профессией. Он уличный музыкант. Он играет на барабанах и собирает толпы зрителей. Выступления приносят мальчику не только опыт работы, но и доход. Самый юный уличный музыкант Челябинска Рудольф Пермяков удивляет местных жителей не только возрастом, но и мастерством. Даже профессиональные исполнители восхищаются талантом 10-летнего барабанщика. По словам отца Андрея Пермякова, Рудольфу было всего 2 года, когда он проявил интерес к барабанам, начав настукивать ритмы на африканском джембе. Я обратил внимание, что эти ритмы, они действительно как будто бы вот не просто так. То есть это несколько разных ритмов, и они все по-своему красивые. Спустя месяцы занятий на детской установке отец предложил сыну выйти на Кировку, место притяжения всех творческих людей города, которое местные жители называют Челябинским Арбатом. Там же часто играл на гитаре и сам Андрей со своей группой. Он мне сказал просто, что хочешь на Кировку выйти, у меня появились свободное время, хочешь на Кировку пойти? Я говорю, да, хочу. Ну, я обрадовался. Прямо обрадовался сразу? То есть даже не было боязни? Нет, не было. А когда вот сел уже и понял, что вот сейчас меня услышат люди другие, было волнение? Вот что было? Да, было немного. Ну, немножко совсем. При этом музыка не единственное увлечение Рудольфа. Мальчик также ходит на дзюдо и рисует. Родители во всем поддерживают сына, стараются не давить на него и давать свободу выбора. Сейчас Рудольф хочет стать профессиональным музыкантом и отправиться в мировой тур с рок-группой, как его кумиры Джой Джордасон, Джей Вайнберг и Ларс Ульрих. Я скажу, как действующий музыкант, что мне не просто понравилось, а я немного шокирован от того, насколько владеет ребенок в таком возрасте вот этой вот всей кухней. Это на самом деле очень тяжело. Вот. А он не только справляется с каким-то там вот ритмическим рисунком очень тяжелым, он еще успевает получать от этого удовольствие. При этом уже сейчас хобби приносит не только удовольствие, но и деньги. Отец юного музыканта рассказал, что все заработанное Рудольф тут же тратит на улучшение своего музыкального инструмента, что родители всячески поддерживают.
Какой замечательный мальчик. И с профессией со своей будущей определился, и уже зарабатывает свои первые деньги. Только вот я сочувствую его соседям. Наверняка он барабанит часами, репетирует, да, свои выступления именно в домашних условиях. А если еще и по вечерам, то беспокойный сон наверняка его соседям обеспечен. Но, как говорится, искусство требует жертв. Кстати, о сне. Недавно ученые доказали, что сон при включенном свете вреден для здоровья. Любители поспать при включенном свете рискуют столкнуться с ожирением, а также другими осложнениями здоровья. Медики полагают, что сон в помещениях, где включено освещение, грозит риском приобрести диабет и гипертонию. Также врачи-сомнологи предупреждают, что слишком долгий сон тоже может причинить вред здоровью. Так что те, кто еще в постели, не залеживайтесь и вставайте побыстрее. Действительно, спать много – это вредно, спать мало – это тоже вредно. Все должно быть дозировано. Именно для этого существует наша программа «Утро Якутии», которая всегда рада в 7 часов утра приветствовать вас и буквально вот в течение часа разбудить вас, заряжать вас энергией, а самое главное – полезной информацией. И самое время передать слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В первых числах июля в Якутию вернется самолет-лаборатория Як-42Д. Воздушное судно будет вызывать искусственные осадки вместо совершившего жесткую посадку Ан-30М. Як-42Д – это не просто зондировщик, а летающая лаборатория. Таких самолетов, оснащенных оборудованием и приборами геофизического мониторинга атмосферы, во всем мире меньше 10. В России он единственный в своем роде. Помимо Яка, в Якутии также продолжит работать самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Сейчас воздушное судно базируется в Мирном. Оно задействовано в работах на территории южных, юго-западных и юго-восточных районов, где складывается наиболее сложная пожароопасная обстановка. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в республике составляет 122 270 единиц. Это основной показатель национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. По поручению главы Якутии успешной реализации нацпроекта в республике направлено особое внимание. Малый и средний бизнес в Якутии пользуются комплексной государственной поддержкой, системой субсидирования и льготами. Второй этап подачи заявлений в первый класс начнется 6 июля. Он продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября этого года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в другие школы. Принимаются в первые классы дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет. По заявлению родителей и учредителей образовательной организации может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Во втором этапе школа зачисляет детей в течение 5 рабочих дней после приема документов. Максимальный срок предоставления услуги составляет не более 95 календарных дней. В Якутске в культурном центре «Сергеляхские огни» состоялось вручение красных дипломов лучшим выпускникам Северо-Восточного федерального университета. Впервые с начала пандемии коронавируса студенты торжественно получили документы о высшем образовании. В этом году обучение окончили более 3400 выпускников по всем уровням. 356 из них – обладатели дипломов с отличием. Также отличники получили серебряный нагрудный знак с буквами университета. Мы очень рады, что сейчас собрался полный зал ждущих получения красного диплома. Для нас это очень радостный момент. Что хотел бы пожелать своим выпускникам, нашим выпускникам, конечно, больших успехов. И надеюсь, те знания, которые они получили в стенах родного университета, им пригодятся в дальнейшей жизни. И, конечно же, вот все работодатели или куда они пойдут работать, если оценят все навыки, знания, умения, которые получают наши выпускники, для нас это будет высшая оценка и большая похвала.
Республиканский фестиваль «Семья года» будет посвящен Году матери. В течение июня в Нерюнгринском районе проводят муниципальный заочный этап конкурса. В этот раз определены 6 номинаций. Первая – «Семья хранитель традиций». Это участники, хранящие традиции национальной культуры, обычаи и передающие их своим детям. Вторая номинация – «Многодетная семья», воспитывающая 3 и более детей. Также семья кочевая и семья сельская. В номинации «Золотая семья» принимают заявки от супругов, которые прожили в браке более 30 лет. Приемная же семья – это те, кто воспитывает более 5 лет 3 и более детей. Есть один критерий, который очень важен, который оценивает жюри конкурса. Это, конечно, вклад семьи в развитие района, региона, города. И как раз именно умение передать своим детям, воспитать семейные ценности, привить нравственные качества. И о спорте. На коврах Центра спортивной подготовки «Триумф» начались схватки международного турнира по вольной борьбе, посвященного олимпийскому чемпиону, 3-кратному чемпиону мира, чемпиону Европы и СССР Павлу Пенигину. На ковры выйдут более 500 спортсменов из разных регионов России, а также гости из Беларуси, Казахстана, Монголии и других стран. Турнир Пенигина проводят уже в 19-й раз. Он включен в календарный план международной организации «Объединенный мир борьбы». Когда я сам участвовал, спортсменом был, я боролся 3-кратный олимпийский чемпион турнира Александра Медведя, международный турнир. Он всегда сам был в своем турнире, и спортсмены это очень воодушевляет. Хочется себя показать лучшей стороны. Главное здесь не только борьба, а общение друг с другом, дружба. И потом, может быть, и как мы будем дружить, которые приехали из Казахстана, Ингушетии, из Монголии. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Недавно я задалась вопросом, а много ли у нас заведений, куда можно попасть с собаками или кошками? Что-то на ум не приходит, да и, видимо, у нас особо и нет такой привычки брать с собой куда-то своего любимого питомца. А в других городах и странах домашние питомцы очень часто посещают общественные места. Жительница Омска Анастасия Минаева создала карту, где есть более 100 dog-friendly заведений города. Девушка рассказала об идее создания вот такого интересного путеводителя. Анастасия Минаева говорит, что мысль повторить московский опыт появилась после поездки в столицу. Там девушку впечатлило количество заведений, владельцы которых рады клиентам с животными. Были сомнения насчет того, получится ли также развить dog-friendly инфраструктуру в Омске, но, как оказалось, все возможно. И как раз-таки вот после нашей поездки в Москву я приехала в Омск и потихонечку начала пробираться в различные места и пробовать вот туда зайти с собакой. В блоге девушка рассказала про новые dog-friendly места. Искать подобные заведения Минаевой также помогали подписчики. Первое время энтузиастка самостоятельно связывалась с владельцами кофеен или ресторанов. При согласии заведение получало наклейку. Я настаиваю на размещении наклеек в заведениях, потому что это такой обязательный пункт, чтобы все были в курсе. Не только люди с собаками, но и люди без собак. Что здесь могут быть собаки, чтобы там аллергики были в курсе, да, люди, которые просто недолюбливают животных, чтобы это не оказалось сюрпризом. И все были счастливы, довольны. Затем предприниматели стали сами связываться с девушкой и просить наклейку. Девушка подчеркнула, что кроме кофеин с собаками в Омске можно зайти в рестораны, барбершопы, салоны красоты, дома культуры, шоурумы и магазины. По словам Анастасии, Омск стал 3-м городом в России по количеству dog-friendly мест. Интересно, когда и в нашем городе появится такой путеводитель и появятся те самые dog-friendly места. Ведь любителей таких, знаете, креативных, хороших, милых существ, как домашние животные, у нас становится все больше и больше. Но пока это так, знаете, как повезет. Взял собачку, прошел. Сказали на выход, значит на выход. Конечно, хотелось бы, чтобы все у нас в Якутске было как-то более слаженно и правильно. Ну а для любителей прогуляться со своим питомцем, я думаю, будет полезная информация
информация о погоде. Позвольте, я ее напомню. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 3 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ожидается сегодня до плюс 27 градусов. Новый сезон – это уже сам по себе весомый повод обновить коллекцию своей любимой обуви и присмотреть себе новую желанную пару. Каждая женщина хочет выглядеть стройной и красивой. И главный секрет здесь – высокий каблук. А как выбрать туфли на каблуках, чтобы и красиво было, и удобно? Думаем, наши советы помогут женщинам и девушкам быть этим летом на высоте. Каждая женщина может позволить себе высокие каблуки без вреда для здоровья. Прежде чем начнете готовиться к ходьбе в туфлях на шпильке, найдите время, чтобы выбрать правильную обувь. Хорошо подобранная модель является гарантией удобства. Правильно будет выбрать кожаную обувь, которая имеет наилучшие характеристики. Кожа является мягким и приятным на ощупь материалом, который легко приспосабливается к форме ноги. Кроме того, если вы не часто ходите в туфлях на шпильке, не покупайте сразу 12-сантиметровые каблуки. Существует несколько способов, чтобы ходьба на каблуках стала приятнее, но сначала необходимо убедиться в том, что туфли вам подходят. Кроме материала, важно обратить внимание также на размер. Есть несколько способов, как быстро разносить туфли. Популярным методом является разнашивание туфель на шпильке в грубых носках. Наденьте обувь на шерстяной носок и походите в них по дому 10-15 минут. Также можно прогреть их феном для лучшего эффекта. Одна из величайших ошибок женщин – купить туфли неверного размера. Ни в коем случае не втискивайтесь в тесную обувь, иначе сотрете ноги и сможете ходить только в тапочках. Точно так же работает, если обувь будет велика. Она станет соскальзывать, и вы запросто получите мозоли из-за трения. Купите одну или две пары, но качественной обуви. Сделайте ставку на качество, а не на количество каблуков в вашей гардеробной. Ваши ноги скажут вам спасибо за удобную колодку, мягкую кожу, экологичные и дышащие материалы. Лучше ходить в универсальной паре туфель, подходящей к разным образом, но комфортной, чем менять лодочки, но чувствовать себя в них, как в колодках. Спасибо большое за прекрасные советы. И, конечно, мы желаем вам быть на высоте не только в прямом смысле этого слова, но и в ваших делах и начинаниях. Ну а самое главное, достигайте высот вообще каждый день, ежедневно. И в этом, конечно, мы всегда стараемся помочь вам. На этом наш утренний эфир подходит к концу. Мы не прощаемся. Увидимся в это же время на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Доброго утра!